Какой везде простор и какая мощь. Это ты, заколдованный, угрюмый, царственный Алтай. Какими красками опишу тебя я, мой славный Алтай, и какой линией очерчу твой стан. Здесь он прожил до конца своей жизни. Здесь он работал дни и ночи, без совета и поддержки, сам открывая тайны своего таланта, открывая тайны своей родины, заколдованного царственного Алтая. Никто не знает точной даты его рождения. Около 100 лет назад в селе Улала, в теперешнем Горно-Алтайске, родился мальчик Чорос, алтаец из племени телеутов. Живя на Алтае, трудно не стать художником. Преклонение перед природой было в крови его предков. Они называли свою родину не иначе, как хан Алтай, царственный Алтай. Это обостренное художественное видение природы, ее одушевление и обожествление отразилось в творчестве алтайского народа, в его необыкновенно богатом фольклоре, обычаях и обрядах. Жил на голубом Алтае бог Ульгень, и от него зависело всякое благополучие, рождение детей, приплод скота и удача на охоте. Родился в племени телеутов мальчик Чорос, и по обычаю предков была заколота жертвенная лошадь, и съехались гости, и шаман, украшенный разноцветными лентами, бил в бубен и кружился в обрядовой пляске, воздавая хвалу богу Ульгеню за то, что послал роду Чорос пастуха или охотника. Мальчик не стал ни пастухом, ни охотником. Он стал художником и написал тысячи картин, прославляющих красоту Алтая. Имя его Григорий Иванович Гуркин. Долгим был его путь к живописи в Петербургскую академию художеств. Ученичество началось в мастерской профессора Шишкина. Иван Иванович Шишкин очень любил своего ученика и ласково называл его «Дитя Алтая». Профессор очень боялся, что академия испортит Гуркина. Иван Иванович считал, что азбукой пейзажа должна быть фотография. Она единственная посредница между натурой и художником и самый строгий учитель. В одну зиму разумной работы с фотографией можно научиться писать воздух,
то есть облака и деревья на разных планах, и даль, и воду, ну, словом, все, что вам нужно. Это средство для изучения пейзажа, и должны писать и рисовать с фотографии как бы с натуры. Вот тут часто и познается степень дарования человека. Человек с чувством возьмет то, что ему нужно. Знаменитый русский пейзажист умер на руках своего ученика-алтайца. После этой утраты Гуркин бросил академию и звание художника так и не получил. Академией стала родина, хан Алтай. Треуголен ты, хан Алтай, когда взглянешь на тебя с высоты. Со стороны поглядишь на тебя, ты блестишь, как девятигранный алмаз. Когда же со ската горы окинешь взором тебя, то как плеть расплетенная тянутся хребты твои. Появилась слава, известность, ученики. Коллекционеры, отечественные и иностранные, охотно раскупали пейзажи Гуркина с выставок. Он писал все новые и новые картины. 100, 200, 300. Ему заказывали повторения. Он продавал свои пейзажи дачникам и заезжим интеллигентам. Соседи смеялись над ним, считали занятие искусством делом несерьезным. Хорошее рукомесло у Григория Ивановича. Мало-мало подчертит, помажет. Давай 100 рублей. Уподоблю тебя могучему зеленому кедру. Вот он пышный, широко разросся во всю ширь и мощь, удало развернул свои ветви на свободе. Крепко цепляясь корнями по расселенным черных скал, взбежал он до грани холодных белков. И там, на просторе, вблизи вечных снегов, где одни лишь туманы гуляют, там он любит, свободно качаясь по ветру, вести с буйным ветром беседу. Какой везде простор, какая мощь! Это ты окутался туманами, которые, как мысли, бегут с твоего чела в неведомые страны. Это ты, богатырь, дремлешь веками, сдвинув свои морщинистые брови, и думаешь свои заветные, добрые думы. Шло время. Алтай стал советским. Теперь, слава Богу, у нас все благополучно. Воздух чистый, прозрачен, как кристалл. Зеленые горы и долины, и красавица Катунь говорит свои сказки о старинной были Алтая. Я верю в Алтай, в его будущность, знаю его народ, его обычаи, его веру, а также и настроение природы. Поэтому буду работать. Буду готовиться к выставке картин в Питере и Москве.
Нужно много работать, чтобы представить голубой Алтай в том виде, как он есть и как его понимают алтайцы. Ведь они его представляют живым, говорящим и смотрящим. Но сумею ли я это передать? Я как будто теперь только открыл завесу, которая скрывала от меня Алтай. Теперь только вижу его во всем величии и красоте, и, увлекаясь его красотой, чем дальше, тем больше благоговею перед ним. Искусство я считал и считаю одним из многих культурных человеческих средств борьбы с темнотой и рабством. Только через искусство, науку и личный честный труд каждая национальность СССР может защищать свои национальные права, чтобы выйти из темноты и отсталости на широкий простор мировой свободы, человеческого равенства и братства. Около сотни лет прошло с того дня, когда в племени телеутов появился на свет мальчик Чорос, художник Григорий Иванович Гуркин. Его полотна сегодня украшают залы картинных галерей Сибири. Но человек не бессмертен, не вечное жилище, в котором работал художник. Вечна красота, запечатленная им, открытая и подаренная людям, расколдованная художником, красота царственного Алтая.